Здравствуйте, уважаемые коллеги. В рамках нашего пресс-центра вы имеете возможность встречаться с высшими должностными лицами и задавать им вопросы на актуальные темы. Сегодня у нас в студии вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия Владимир Делба. Владимир Валерьевич, наверное, вначале расскажет вкратце, в общем, о проводимой работе, а затем вы будете задавать интересующие вас вопросы. Спасибо, добрый день всем. Прежде чем, наверное, мы начнем об основной функции и задаче Министерства финансов, которая состоит в реализации государственной бюджетной политики на территории республики, я, наверное, хотел бы отметить особую важность и роль 2021 года как в принятии государственного бюджета, так и в его исполнении. Здесь очень важно обратить внимание, что предыдущий год, активная фаза, когда вся страна вовлеклась в борьбу с ковид, нас очень многому научил. Очень многому научил тому, что еще более надо бережнее относиться к бюджетным средствам, определять их приоритетность, направление, важность, повышать эффективность использования, в том числе сочетая эти функции с наполнением доходной части бюджета. Вот это все сподвигло к тому, что уже по итогам 8 месяцев текущего года мы имеем достаточно уверенные и стабильные, на наш взгляд, результаты по государственному бюджету нашей страны. Я откровенно хотел бы сказать, это, конечно, вдохновляет, как говорится, на будущее, что мы уже наметили курс на поступательный рост доходов, причем по всем видам доходов. Я прежде всего опираюсь на доходы собственные. Такой общий показатель нам дает возможность сегодня достаточно стабильно и масштабно проводить расходы, в том числе и дополнительные расходы, о которых я, наверное, скажу позже, либо вы зададите вопросы по отдельным направлениям. Хотел бы сказать, что средства сегодня в виде налоговых доходов имеют рост практически во всех наших бюджетах, за исключением бюджета Очимчирского района. Я сначала, наверное, немножко о нем скажу. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что это обстоятельства абсолютно не зависящие, как говорится, от человека. Здесь природа, хозяин этого. У нас не произошла, по сути, путина в стране. И заводы, которые находятся на территории Очимчирского района и учтены в качестве налогоплательщиков, соответственно, не могут работать и не получают соответствующие доходы. В результате чего республиканский бюджет недополучает платежи за пользование водными биоресурсами, соответственно, Очимчирский бюджет не получает прямые налоговые доходы. Это, конечно, очень сложно в таких условиях работать. И поэтому проводились консультации о том, чтобы осуществить меры поддержки дополнительные этому району, потому что принятые обязательства, они должны быть выполнены. Очимчирский бюджет за 8 месяцев 43%. Это очень низкий показатель, потому что основной источник доходов, я уже сказал, какой там формируется. Конечно, здесь обязательно будут приняты меры по поддержке. Об этом, наверное, мы потом уже в ходе работы по межбюджетным отношениям там будем помогать району. Что касается остальных районов, уровень доходов от 70 до 103.
Вот этот показатель 103. Вот я вам откровенно могу тоже сказать, что 103 показателя, ну, я точно не помню при исполнении бюджета за 8 месяцев. Этот показатель находится на исчислении в бюджете Сухумского района. Что такое 103? За 8 месяцев бюджет Сухумского района выполнен, годовые значения выполнены. Это очень радует нас, конечно, что вот прогнозируемые доходы поступили в полном объеме. Но вместе с тем, абсолютно, это не говорит о том, что все проблемы решены. И в этой связи практически все бюджеты сегодня начинают корректировку показателей. Корректировку показателей, увидев наполнение доходной части, стоят проблемы перед районами, сложности, тут же мгновенно начинают реагировать на это и будут вносить соответствующие изменения в свои бюджеты для того, чтобы помогать решать эти вопросы внутри. Потому что без таких изменений невозможно двигаться дальше, там нужны соответствующие правовые механизмы. Поэтому хотелось бы здесь, наверное, особую роль отметить, что к таким результатам, конечно же, привели повышенные обороты по экономике. Это само собой разумеется. Мы видим и наблюдаем успешный курортный сезон в нашей стране. А вот он, наверное, сейчас на уровне где-то 3/4 находится. Еще, наверное, этот месяц и следующий частично будет в активной фазе своей. Мы тоже будем наблюдать наверняка поступления стабильные. Вот. Ну и сопутствующие от этого туристического сезона все услуги, которые за собой повлекли вот такой уровень доходов. Ну и, наверное, очень важное – это повышенные меры администрирования наших главных администраторов. Это Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет, который формирует большую часть доходов государства, собственных, я о собственных говорю прежде всего, доходов. Так вот, по всем видам налогов, начиная с оборотных налогов, у нас достаточно высокое исполнение по налогу на добавленную стоимость, по платежам акцизов, по налогу на прибыль. Вот практика показывает, когда идет рост прямых налогов, прямые налоги поступают в бюджет, а прямыми называются налог на прибыль и подоходный налог, значит увеличивается компонент доходности, значит доходность выше в стране становится. Это очень важно. Может, это так широко и не видно, но доходность у компаний стала выше, платежи стали лучше поступать. Причем я тоже позже скажу, все-таки остаются там тревожные тенденции по задолженности. Но с ними тоже очень активно сейчас работают и Министерство по налогам и сборам, и Государственный таможенный комитет. Вот. Другие администраторы наши, Государственный комитет по приватизации и имуществу, тоже такой очень мобильный, масштабный у нас администратор. Вот эти все компоненты сложенные, которые направлены на консолидацию бюджета, еще раз повторюсь, они нам позволяют сегодня осуществлять масштабные расходы. Мы знаем примеры многих других стран, несмотря на то, что они открыли тоже границы для посещения, но там не всегда происходит подобное, потому что там совершенно другие механизмы начинают работать. В частности, там по отдельным странам начинают снижать, значит, уровень фонда оплаты труда. В этом смысле повышается безработица. В нашей стране такое не наблюдается, и слава богу, такое не наблюдается. Наоборот, выходят с инициативой, в том числе и правительство, я уже о местных администрациях сказал, в том числе и правительство выходит с инициативой об увеличении действующих расходов и часть новых. Это, на мой взгляд, очень важно, расходы, которые должны позволить повысить эффективность. Сегодня одними
расходами текущими, которые просто будут направляться на потребление, мы ничего не сможем добиться. Бюджетные расходы должны нести инвестиционный пакет, инвестиционную направленность, должны создавать добавленную стоимость, это несомненно. Только тогда мы можем привлечь, показав своим примером, что вот бюджет через бюджетную систему, через функции, самые главные, распределительную, регулирующую, контрольную, что мы начинаем вкладывать в ту или иную отрасль, которая должна принести нам обязательный эффект. Вот тогда и будут обращать на эти отрасли инвесторы внимание. Вот коротко, что бы я хотел сказать об исполнении бюджета. Если по цифрам, то консолидация нас к чему привела? Из 5 миллиардов целых 3 по году собственные доходы в страну поступило уже 3 миллиарда 800. Очень высокий показатель, вот, характеризуется, я уже сказал, чем. Поэтому мы вот сегодня и выходим с различного рода предложениями об изменении параметров бюджета, которые нам должны позволить направлять бюджетные средства на новые расходы. Прежде всего, конечно, опираясь на самую главную цель повышения качества жизни наших граждан, ну и доходности. Это очень важно. Адгур Гунба, Абхазское радио. Введение новой системы по контролю и надзору денежных средств, то есть имеется в виду казначейство, как он сегодня работает, были определенные сложности, когда его ввели при прошлом министерстве. Сегодня как обстоят дела по этому направлению? Создание казначейской системы позволило правительству, руководству страны целиком в оперативном режиме управлять государственными средствами. Существующая система исполнения банковская, она не полностью контролировала объем средств. Я поподробнее могу рассказать. Средства из бюджета направлялись на счета получателей, и даже если они в определенное время до конца не были использованы, они все равно находились на счетах этих получателей. А сегодня каждый день остатки обратно зачисляются на единый казначейский счет, и в случае необходимости правительство оперативно управляет этими средствами, направляя на те или иные цели. Несомненно, повышен контроль. Это очевидные вещи. Здесь вот точно можно смело сказать. Очень четкая прослеживаемость стала. А вот у нас тесное взаимодействие с Министерством по налогам и сборам в этой части, когда используются бюджетные средства на отдельные виды расходов. Мы опираемся на их базу, на то, что бюджетные средства должны доводиться до исполнителя, прежде всего, когда там либо нет просроченной задолженности по налогам и сборам, а только вот текущие, чтобы эти деньги случайно не попали под обременение. Это что же очень важно. Вот это позволяет делать казначейство. С текущего года вступили в силу очень такие судьбоносные изменения. Они идут тяжело, вот, если откровенно говорить, да, это сложно, тяжело, но я уверен, просто убежден в том, что через год это будет настолько все доступно. Я о чем хочу сказать, что с текущего года страна наша учитывает обязательства свои. Как бюджетные это текущие и денежные. То есть к чему это все ведет? Обязательства страны, предусмотренные Конституцией, законами, ну и после потом через бюджет договорами, там, другими нормативно-правовыми актами, возможно, вот, решением правительства, местных органов самоуправления, местных органов управления. Вот, они подлежат учету и потом подлежат финансированию. И государство на любой отчетный период имеет информацию, а сколько же мы должны за то или иное товар, за ту или иную услугу. Это очень важно. Еще важный момент, который вступил с текущего года, это
разделение средств, которые поступают к нам в качестве оказания финансовой помощи на выплату там, заработной платы. Вот теперь мы их так называем, они полностью окрашены, вот, мы их видим и доводим до получателей, в том числе и в районы. Казначейская система постоянно требует реформирования, постоянно требует совершенствования. Я хочу пример привести по нашим коллегам из Российской Федерации. Использование средств бюджета федерального, это были в прошлые годы, естественно, не вот сейчас, не в последние, тем более вот годы, когда эта пандемия шла. Свободные остатки размещались на депозитах в коммерческих банках. В коммерческих банках размещались. И этому есть правовые основания. И бюджет страны дополнительно заработал 30 миллиардов рублей. Вот к этому мы тоже стремимся, к этому мы тоже должны подойти. Я уже говорил недавно, информация была публичная о том, что мы сегодня идем вот с профицитом. Да, вот 140 миллионов рублей, там республиканский бюджет выходит с профицитом. В любом другом случае эти средства можно было бы разместить на депозите и заработать на них, конечно же. Но у нас очень много задач, функций, очень много расходов другого характера. И мы, разумеется, предлагаем потратить эти средства, потратить эффективно. Ну, во-первых, у нас таких правовых еще оснований нет, чтобы свободные средства где-то размещать. Вот. Ну, сегодня это так. Со временем, наверное, многое изменится. Уцавардани, Абхазское телевидение. Здравствуйте. Скажите, Добрый пожалуйста, этот год уже идет к концу. Есть ли какое-то видение или какое-то формирование бюджета уже будущего года? Очень важный такой фундаментальный вопрос. Бюджетный процесс ни на одну минуту не останавливается. Он под собой подразумевает формирование, исполнение и отчет. Это все три разных периода, которые протекают в одном текущем году. В соответствии с законодательством нашей страны формирование бюджета определяется на основании решений правительства, дается так называемый старт, он уже был сделан решением Кабинета министров. И вот сейчас на всей территории Абхазии активная фаза его формирования. Доходы мы будем опираться, несомненно, прежде всего на базовые показатели индикативного плана. Но это не последнее, на что будет опираться бюджетная система при формировании доходов. Естественно, фактическое исполнение. Мы тоже видели 2020 год. Была опаска, что мы не сможем справиться, да? Поэтому вот были такие опасения, дефицит сокращался, вот мы старались держать бюджет. Но получилось по-другому. 2021 год, полгода тому назад вообще сложно было представить о том, что я вот могу об этом говорить, что мы будем выходить с новыми расходами в текущем году. Причем масштабными расходами, что районы будут выходить, что еще даже государственные внебюджетные фонды будут выходить. Но вот такая история. Я к чему говорю об этом? О том, что именно такой подход будет строиться при формировании бюджета на следующий год. Несомненно, мы будем рассматривать позиции только не текущего характера. Всем понятно, что бюджетные средства должны быть направлены на развитие. Это очень важно. Это яркий пример, когда средства направляются в различные отрасли экономики, в любых формах, путем предоставления гарантий, субсидирования, ставки там, процентных, в любой форме. Но первый шаг в любом случае должно сделать на этом пути государство. Софинансирование проектов – очень яркий и очень эффективный механизм. Я думаю, именно так мы будем двигаться дальше. Хотелось бы больше всего, конечно, опираться только на свои возможности. И, несомненно, компонент повышения эффективности бюджетных расходов будет определен. Как и в текущем году, так и в следующем году не предусматриваются расходы такого вот капитального представительского характера.
вот, на функциональную деятельность там, органа власти. Все скромно. Мы подумаем, наверное, все вместе при формировании параметров бюджета, направлять средства вот больше, которые будут приносить эффект, обратный эффект, который будет создавать добавленную стоимость. Потратить на текущие расходы – это всегда легко. Вот. Если мы будем повышать постоянность вот этих расходов, да, вот они постоянные, естественно, их очень много. Я вам хочу сказать, что 60% бюджета, когда находится под текущим финансированием, это до развития далеко. Так не должно происходить. Поэтому надо видоизменить, вот к чему мы будем стремиться в 2022 году. Я думаю, у нас, наверное, получится. Потом у нас значит, будут, несомненно, консультации, переговоры по этому поводу. Какие основные направления, какие социально-экономические проекты можно двигать. Сегодня появляется возможность это делать. Очень хорошие предпосылки есть. Думаю, что именно в таком ключе будем в 2022 году работать. Спутник Абхазия, Асмат Свижба. Вот скажите, не можем не коснуться топливного кризиса в стране. Существует такое мнение, что раз есть профицит уже в бюджете, то почему государство не может как бы субсидировать цены на топливо или регулировать их? Объясните, пожалуйста, как это работает? Мы все вместе с вами наблюдаем на рост цен на горюче-смазочные материалы в республику. Они понятны, да, причины, там, соответственно, об этом уже много сказано. Но что хотелось бы сказать? Профицит, о котором вы говорите, 140 миллионов рублей, он, во-первых, прежде всего сегодня, и прежде всего он остался еще не урегулирован дефицитом. Это я вот техническую часть хочу сказать. Сегодня субсидировать 5, 6, 8 рублей на 1 литр наши топливные компании, но бюджетная система точно не выдержит. Это должно быть на постоянной основе. Я вот думаю о чем, что если к таким формам прибегать, как льготное кредитование, вот, дело другое здесь. Мы сегодня, кстати, рассматривали этот вопрос более подробно, уже после значит, завершения рассмотрения повестки сегодня на заседании правительства. Сложно сегодня говорить о субсидировании вот этой отрасли из бюджета прямой. Это пока мы не сможем потянуть. Это знаете, как вот если один раз задашь тон, да, о повышении, допустим, отдельных видов расходов, все, они уже становятся постоянными. Поэтому здесь надо очень вот так гибко, эластично к этому подходить. Будут наверняка предложены другие формы стимулирующего характера. Возможно, не исключено. Там есть механизмы так называемого экономического регулирования. У нас ясно, что в том числе рост по топливу произошел практически в том числе в результате всей выборки квоты нашей. И теперь уже объем идет вне квоты. Объем вне квоты идет, соответственно, платежи другие. Вот. Ну и так они влияют на, ну в любом случае они влияют на рост цен. Поэтому прямых бюджетных средств, ну, не 140 и не 240 не хватит на этой цели. То есть, если перейдем к квоте следующего года, подешевеет это горючее? Все зависит от того, какая цена на рынке сложится. Это же очень важно. Дело в том, что горюче-смазочные материалы, мы все об этом прекрасно знаем, что сегодня они имеют высокий спрос на экспорт. Вот. Сдерживание цен в Российской Федерации, вот совершенно правильно журналист сказал, субсидируется. Но субсидируется настолько масштабно, но субсидируется производителем в Российской Федерации. Но у нас производителей нет. Вот, у нас происходит, по сути, перепродажа покупных товаров. Да? Перепродажа покупных товаров за собой несет доходность, прибыльность.
Ну, что мы субсидировать? Прибыль будем, да? Лучше, я думаю, так, чтобы поработать с другими экономическими механизмами. Газета «Республика Абхазия», Соловьева Юлия. Нас интересует такой момент. Вот уже много последних лет мы сталкиваемся с форс-мажорными обстоятельствами. Вот в прошлом году это были выходы рек из русел, в этом году вот сели. И в какой мере ну, вот, министерство и правительство рассматривает пополнение природоохранных мероприятий, финансирование, вот эта сфера, в какой мере вы пересматриваете, будет ли она берегозащитные мероприятия, то есть вот что, да, и вкупе с этим я бы хотела спросить, рассматриваются ли какое-то субсидирование ну, научных учреждений, которые занимаются прогнозированием этих тем тоже. Ну, мы все помним начало текущего года, да, вот были такие техногенные, будем говорить, да, значит, катастрофы у нас, пожары, да. Несомненно, тут же сразу надо было понимать на тот момент, что в этом смысле делать. Есть ли координация среди центральных органов госуправления в этой сфере? Была сразу создана комиссия, куда были включены экологи, значит, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, представители управления лесного хозяйства, ну и многие-многие другие смежные ведомства. Что рассматривают? Природоохранная деятельность – ключевая, наверное, позиция тоже. Но бюджет, я могу сказать, наверняка целиком, в том числе и местные, и республиканские, своими бюджетными ресурсами до конца не сможет обеспечить защиту. Поэтому, как обычно, в этой связи предлагается сформировать вот определенную программу, которая позволит видеть цель, задачи, результаты, какие мы получим. Вот такое финансирование, оно прямое, да, оно осуществляется. Ну, конечно, не в таких больших масштабах, но 100% осуществляется. И, как мы видим, этого недостаточно. Надо предотвращать угрозы. А вот когда этим не занимаешься, потом надо ликвидировать последствия стихийных бедствий. Последствия стихийных бедствий гораздо дороже обходятся. Ну, мы прекрасно с вами понимаем. Поэтому по возможности бюджет, ну, несомненно, обращает внимание. Я вот вернусь ранее к чему, о чем говорил. Вот как только будет появляться возможность, как вот мы обратили внимание на увеличение доходов, тут же предлагаем новые изменения. Доходы растут, есть потребность в использовании средств, пожалуйста, не вопрос. Но в природоохранной вот теме я бы еще вот что хотел сказать. Здесь одного участия государства мало, 100%. Это точно мало. Здесь должны быть какие-то системные вот эти взаимодействия, обратная связь должна быть. Какие бы деньги государство не тратило бы, если нет обратной связи, либо вовлечения лиц, организаций вот в эту общую программу. Потому что у нас получается? Ну, будем там бюджетные средства масштабнее отпускать. Ну, обратно у нас будет так происходить. А когда вовлекаешь либо ресурс компании, либо какой-то платеж небольшой от физического лица там, за загрязнение окружающей среды, к примеру, да, за сверхнормативный выброс, вот тогда начинают задумываться. Вот тогда, вот, на мой взгляд, совсем будет система по-другому работать. Этим летом были стихийные бедствия, то ураганы, то ливни. И вот каковы расходы по их ликвидации вот по настоящий момент и в дальнейшем что планируется? К сожалению, вот эта вот беда, которая иногда нас просто вот
выбивает из всей калину, это тоже природа. Там ничего не сделаешь. Такого не предотвратишь это. Сейчас задача номер один, вот первая ключевая задача номер один, это, конечно, ликвидация последствий стихийных бедствий, которые были вот в июле, потом наводнение позже тоже, там, в начале июля, потом 20-го, по-моему, числа, 22-го, да, это уже ливни. Я вам хочу сказать, что моментально, вот сразу комиссия начала работать, об этом знают все, вот часто тоже освещалось, начался подсчитываться ущерб. На сегодняшний день он превышает более 100 миллионов рублей. С такой ситуацией страна одномоментно, естественно, справиться не сможет. И руководство страны обратилось к коллегам из Российской Федерации о возможности поддержать средствами в качестве оказания финансовой помощи вот, на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Но хочу сказать, что самое масштабное объем – это, разумеется, по нашей столице. И совершенно справедливо и правильно ставит глава администрации города вопрос, что это надо делать сейчас, быстро. Вот. А что это такое? Это надо делать. Это надо покрыть крыши жилых домов. Прежде всего. Там очень много расходов, конечно, на компенсацию ущерба, ну, личного имущества. Но первоначально это надо покрыть крыши жилых домов. Дело в том, что если начать компенсировать ущерб лицам и оставить крыши, у него еще больше будет ущерба, если дождь пойдет. Вот сейчас обсуждается вопрос о поиске средств, там в том числе и предложения сделаны нами в качестве внесения изменений в проект бюджета об увеличении там резервного фонда. Это единственный источник, и по положению, значит, по указу президента там, 2016 года о направлении средств в результате чрезвычайной ситуации. Мы хотим предложить увеличить резервный фонд и направлять эти средства на подобные вещи. Это надо вот срочно делать, понимая, что там может быть произойти еще хуже. Из общего объема вот, обсчитанных, принятых значит, решений по обсчитанных сумм, да, сметных назначений и принятых решений, более 100 миллионов рублей. Всего удалось там порядка, ну, в два района направить порядка 4,5 миллионов рублей. Это выплата гражданам. Вот. Сейчас продолжается еще работа в этом направлении, еще суммы будут расти. Но еще раз повторюсь, уважаемые журналисты, уважаемые ведущие, это вот ключевая позиция, это номер один сейчас стоит. Если можно сказать, что ковид стоит номер один, ковид уже мы видим с прошлого года, то вот оно, вот пришло это время, которое надо, я имею в виду по стихии, точно надо сейчас очень активно вмешаться. Это все мы делаем для этих целей. Полагаю, что там результат будет. Кстати, хочу сказать, что до вот этого стихийного бедствия, 4 июля, первое, которое было, самое масштабное, к сожалению, на территории Абхазии, ну, бывает так, да, что вот, знаете, в Бедии унесло дорогу, мосты, с Добами что произошло. 17 миллионов рублей сразу было принято решение президентом направить эти средства на ликвидацию последствий. Там выполнены работы, мероприятия, восстановлено движение. У нас в Сухумском районе, в селе там Шацквара, у нас пошел оползень и угрожал домовладением. Там тоже были направлены средства масштабные, тоже выполнены. Вот по Бедии хочу сказать, лица, которые там проживали,
показывали часто по телевидению, их дома снесло. Всем этим лицам, вот сейчас еще одна позиция там у нас будет по одному, значит, домовладению, всем этим лицам выплачена компенсация на приобретение жилых домов. Объемы там, до 1 миллиона рублей выплачены были. Ну и другие подобные мероприятия до последних стихийных бедствий такого рода с начала, с января текущего года вот до там, июля, да, на 71 миллион были профинансированы из бюджета. Это же масштабные средства. Вот о доходах, когда я говорю, да, вот это нам позволяет сегодня, дополнительные доходы нам сегодня позволяют вот такие вот узловые чувствительные вопросы решать. Если позволите, еще один вопрос у меня. Вы раскрыли все скобки возможностей и перспективы национального республиканского бюджета, но тем не менее общество волнует вопрос повышения заработной платы бюджетникам. Какие-то попытки предпринимаются по этому вопросу? Уровень заработной платы, который финансируется за счет средств бюджета для работников бюджетной сферы, ну, конечно, хотелось бы, чтобы он динамично, постоянно рос и индексировался. Хотя бы на уровень инфляции. Это вообще идеальная форма была бы. Да? Ну что произойдет вот в этом году? Я говорю объективные вещи, очевидные, то, что будет происходить. В текущем году, начиная с января месяца, то есть правоотношения будут распространяться начиная с января месяца, будет повышена заработная плата отдельным категориям работников бюджетной сферы. Это врачи, педагоги, научные сотрудники, работники системы физической культуры и спорта, работники системы культуры, ну, образования, сказал, наверное, да? Я могу, кстати, сказать давайте лучше я скажу сразу, по решению правительства уровень педагогические работники в 2021 году достигнут среднюю, я просто хочу очень здесь предметно остановиться на слове «среднем», средняя заработная плата в 21 тысячу рублей. О чем это говорит? В зависимости от учебной нагрузки, в зависимости от, разумеется, тарифной ставки, средняя заработная плата у учителя, педагогических работников образовательных учреждений, общего образования, то есть школа, да, 21 тысяча рублей. Это говорит о том, что у кого-то может быть, разумеется, и 30, и 35, но у кого-то может быть 15. Еще раз, все зависит от ставки и часов. Дошкольное образование, детские садики, 18 тысяч рублей. Среднее. Дополнительное, 18 800. Профобразование. Смотрите, уровень как повышается, да? Вот профобразование. 27 тысяч будет средняя заработная плата. Научные сотрудники 23, врачи 28 900. Врачи позиция. Средняя заработная плата в месяц. Еще раз повторюсь, все. И там тоже категорийность есть, да, разумеется. Там тоже есть часы, дежурства, ну и так далее, стимулирующие другие выплаты. 28 900 – это врачи. Средний медицинский – 17 400, младший – 11 500, работники культуры – 16 и работник, который имеет позицию социальный работник – 12 тысяч. На эти цели из бюджета будет направлено в текущем году 275 миллионов рублей. Но я к чему хочу сказать? Это результат достигнутых договоренностей еще в 2015 году, и вот он постепенно, значит, ежегодно индексируется. Но, наверное, важно и другое, о чем вы спрашиваете.
А как же другие? Да? А как же другие работники бюджетной сферы? Они тоже, несомненно, должны подлежать, вернее, заработная плата, несомненно, должна подлежать индексированию. Да, безусловно. Но здесь хотелось бы вот что сделать. Прежде чем приступить к такой работе, обязательно надо провести инвентаризацию штатной численности. Понимать конкретную структуру органов госуправления. Теперь это большая часть бюджетников, которые находятся в сфере государственного и муниципального управления. Провести инвентаризацию, вот, и тогда начать расчеты по увеличению заработной платы. У нас что происходит? Если вот, к примеру, взять погоду, каждый год происходит увеличение, там, вот, я обращал внимание, 13, 14, 15, вот когда соглашение вступило в силу, в 2016 году оно вступило в силу, работники социального блока начали получать повышенную заработную плату, а другие работники, естественно, ну и как сейчас, то же самое продолжается, а мы почему не получаем повышенную? И для того, чтобы в какой-то форме начинать стимулировать, мы начали, ну, на мой взгляд, наверное, не совсем он экономически целесообразен, и сейчас мы тоже очень активно занимаемся, доказываем, что это нужно по-другому делать, увеличение штатной численности. Ну вот, к примеру, на 2000 человек стало. Произвести обратный ход, обратно надо восстановить эти параметры, а заработную плату оставить. Вот тогда будет рост. Он естественный рост произойдет. Обязательно, очень правильный вопрос. Его всегда задают. Но прежде чем дотронуться до решения, до сути, обязательно надо инвентаризацию сделать. Обязательно. Начиная вот с каждого там района. Ну, естественно, и выходя дальше на республику. Либо там сверху вниз, неважно как. Но это надо сделать, тогда мы пойдем, тогда уже можно говорить. Вот они, вот собранные средства, вот столько у нас должностных лиц, иных лиц. Вот. На что мы можем потратить вот такие деньги. Если в системе, в социальной сфере мы понимаем, что здесь происходит, да, то там аналогичная ситуация должна произойти. Обязательно это надо провести. Вот мы сейчас плотно занимаемся штатной численностью и штатной расстановкой. Вот. Как закончится этот анализ, я думаю, если вы не будете возражать, мы тоже его публично озвучим, да, чтобы понятно было, к чему в обозримом будущем мы можем прийти по повышению зарплаты. Ну, коллеги, вопросы? Планируются ли какие-то надбавки, премии, еще какие-либо выплаты дополнительные медикам любого уровня, которые были задействованы в лечении людей, которые ковидных? С марта прошлого года мы занимаемся финансированием дополнительными выплатами медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с ковид. Размеры доплат, в том числе по категориям медицинских работников, утверждены приказом Министерства здравоохранения и, значит, подлежат финансированию, разумеется, в соответствии с нормами, там, нормативами, которые установлены этим приказом. Вот, вернее, с марта было принято решение прошлого года, с апреля начались выплаты. С апреля по текущий момент на эти цели потрачено 135 миллионов 600 тысяч рублей. По текущий момент, я вот здесь особо хочу подчеркнуть, по июль текущего года, включительно, по июль текущего года, значит, у нас происходит, значит, я об этом тоже говорил, и министр здравоохранения, у нас платежи по доплатам не идут месяц в месяц. Вот.
Вот сейчас идет выплата, происходит выплата только за июль месяц, ну и должна произойти за август. Но дело в том, что вот в этот процесс, в общий процесс, да, по защите населения от коронавируса вовлечены медицинские работники со всей страны. И вот на самом деле очень долгий процесс, вот тот, кто предметно, детально знает, как это происходит, очень долгий процесс осуществления сначала выборки по дежурствам по всей стране, с каждого учреждения получить нормативную базу, приказ получить о том, что вот такую-то группу направляем с такого-то района туда, в Гудаутский ковидный госпиталь, там, в инфекционную больницу, еще куда-то, вот, другие. Эта информация собирается, ну, ее надо собирать определенное время, обработать, понять, что это подлежит именно начислению в соответствии с нормами, нормативами, которые установлены, и потом произвести начисление. Вот вчера к нам поступила заявка от Министерства здравоохранения за июль 2021 года, и вчера же она была обеспечена финансированием. Сегодня начались выплаты. Вот. Полагаем, что в течение целой недели, ну недели я имею в виду не рабочей, а вот календарной недели, мы получим заявку за август месяц, ну и, разумеется, она тоже будет профинансирована. Отдельно по ковиду, если вы не возражаете, просто очень важные такие направления, может, у кого вопрос был, но это такая чувствительная позиция, вот у нас сейчас две, да, это стихийное бедствие и вот ковид. Ковид мы понимаем, что отбирает много сил, времени, средств, но здесь мы не остановимся и не останавливаемся ни на одну минуту. Текущий год, уважаемые журналисты, 10 сентября сегодня. Вот, 10 сентября. С 1 января по 10 сентября. 296 миллионов рублей направлены на цели по борьбе с коронавирусной инфекцией. Самые масштабные расходы: приобретение лекарственных препаратов, реагентов и медицинских изделий – 102,6 миллионов рублей. Мы отдельно даже ведем учет по приобретению таких препаратов, но они дорогостоящие стали, как Артлегия и Актемра. Там 420 упаковок Артлегии приобретено, Актемра приобретена. К примеру, на 16 миллионов рублей кислород был приобретен. Вот. Средства индивидуальной защиты, реактивы. Каждый день потребность возрастает. Откуда средства? Вот исполнение, вот профицит. Мы сразу обращаем на это внимание. О ковидных расходах часто говорим. Мы средства направляем в Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, значит, по заключенным контрактам приобретает лекарственные препараты, там, медицинские изделия, инструментарий. Решениями президента ежемесячно от 4 до 6 миллионов рублей направляется на расходы Гудаутского ковидного госпиталя. Абсолютно не связанные с медикаментами. Абсолютно вообще. Это ГСМ, это оплата услуг разных для нужд республиканской ЦРБ, ну, там, продукты питания, вот такого характера. Очень важную позицию на себя взял республиканский бюджет в отношении централизованного приобретения медикаментов именно для лечения ковид. Если раньше бюджеты да, вот сегодня даже возьмем, бюджеты практически все с хорошими показателями. Но все равно, опираясь на то, что в районах очень много задач, очень много забот, хлопот,
республиканский бюджет остался на позиции, что будет обеспечивать медикаментами всю страну. То есть неважно, это вот в каком районе, значит, организован вот ковид-центр, централизованная поставка медикаментов. Это очень важная позиция. Сейчас у нас есть там небольшая задолженность, которая образовалась с начала года. Естественно, она тоже, безусловно, будет погашена. Но очень важно, мы следующую позицию сейчас хотим так централизовать, это чувствительные такие позиции, поставка кислорода в нашу страну. Вот вне зависимости, да, она будет здесь, кислород здесь будет производиться, либо завозиться из Российской Федерации, сбоев не должно быть. Вот 100% сбоев не должно быть. Поэтому хотим взять на такое республиканское управление. Ну и много-много других различных значит, вещей. Вы знаете, вот ПЦР-линия в Гагарском районе открылась, там в Ачимчирском районе сейчас там подготовка специалистов идет. Говорил о том, что там Республика Абхазия приобрела вот, там, на 7 миллионов рублей вакцину. Там это был апрель, по-моему, месяц текущего года, да, там на 7 миллионов спутник Ви, вот первая поставка была. Ну, очень много различных расходов, причем они настолько разнообразны, что мы в данном случае, я за себя хочу сказать, что мы стали настолько предметно разбираться в каждом расходе, что мы их группируем там за 10 минут. Мы уже знаем, какой расход к какой категории относится. Так что 296 миллионов рублей – это вот только текущий год. 547 всего пока, с 2020 года. 500 миллиарда рублей, 547 миллионов. Это расходы, вот они точно, вот они неожиданные, да, там пришли. Ну как неожиданные? Они в 2020 году стали неожиданны, потом мы уже стали понимать, что надо формировать. Но кроме расходов на ковид, по системе здравоохранения очень много масштабных других расходов. Очень-очень. Я хочу несколько из них привести. Очень важная позиция по гемодиализу. Мы все понимаем, что это такая. Вот прямо перед сегодняшним эфиром мы разговаривали с министром здравоохранения. Он обратил особое внимание наше на поставку реактивов, там необходимых, значит, для, ну, вообще всего необходимого, связано вот с мероприятиями по почечной недостаточности, с гемодиализом. Вот это если мы не сможем сделать, да, но это сравни вот с каким высоким риском, мы все понимаем. Все, надо искать. Вот мгновенно, вот сейчас мы закончим эфир, мы точно будем, значит, обсуждать, где эти средства найти, значит, как направить их. И это обязательно будет сделано, обязательно, 100%. Несмотря на то, что у нас много различных программ, вот по 2021 году, они и раньше были, разумеется, по системе здравоохранения. В текущем году, с учетом исполнения вот бюджета, о котором мы говорим, удалось погасить задолженность по приобретению медикаментов за прошлые годы. Это тоже достаточно объемные средства, там более 34 миллионов рублей на эти цели пошло. Они же тоже не планировались, да, вот, но дело в том, что компании поставляют, вот в отдельные периоды медикаменты были очень дефицитные. И вот они есть, а у Республики Абхазия есть задолженность. Ну так, наверное, не строится, да, как не должны, во всяком случае, строиться отношения. Естественно, мы находим средства, вот они дополнительные, направляем на погашение задолженности, чтобы обратно, значит, приобрести. 19 миллионов 700 направлено на погашение задолженности за лечение наших граждан за пределами. Это погашение задолженности только на лечение наших граждан за пределами Республики Абхазия. Там аналогичная ситуация. Лица, которым необходима медицинская помощь, и эту помощь невозможно по определенным причинам оказать на территории Абхазии, ну, разумеется, за пределами
надо оказывать. Ну, а там задолженность. Задолженности каких годов, если можно Они уточнить? предыдущие годы, вот они были обозначены, там были 18-19 года. Но я на своей памяти помню, что такая задолженность, она всегда имела место. Потому что мы как делаем вот в стране, как это происходит? То же самое происходит и сейчас с обучением у нас, кстати. Вот. Мы как? Невозможно человеку отказать, если вот деньги есть, допустим, да? Невозможно отказать. Но когда их нет, а надо лечить, ему тоже невозможно отказать. И поэтому вот в долг. Это наши граждане. Если мы сможем чем-то им помочь, это было бы, конечно, хорошо. Поэтому дополнительные доходы нам позволили ликвидировать задолженность. И вот это вот путь, намеченный на ликвидацию задолженности, государство должно очищаться от задолженности. Вот тогда будет понятно, тогда будет ясно, что можно средства тратить, ну еще больше их тратить на развитие. Вот это, наверное, очень важно. Ну, несколько позиций. Вот у нас противотуберкулезные мероприятия. Тоже очень важная позиция. Тоже туда направляются масштабные средства. Вот. Ну, я к чему хочу сказать и к чему вообще об этом говорю, что система здравоохранения у нас из всего социального блока занимает важнейшее место. А по уровню расходов 37% из социальных расходов. Это колоссальный процент, колоссальный просто для таких целей. У нас обеспечивается еще и выплата по межбюджетным трансфертам. 646 миллионов рублей мы направили в районы на поддержку. Конечно, в основном это выплата заработной платы, но это получается. Вот. Это получается, потому что там софинансирование, там есть часть абхазских средств, ну, как говорится, собственных, там, разумеется, и помощь финансовая из Российской Федерации. Кстати, о ней хотел бы сказать тоже. По условиям соглашения вся финансовая помощь в Республику Абхазия поступает своевременно и в полном объеме. Вот 3,8 у нас, значит, при исполнении, сейчас я скажу, вот в республику уже поступило 2,9 миллиарда рублей. Большая часть – это средства финансовой помощи на реализацию достигнутых соглашений. В 2020 году было достигнуто новое соглашение, подписано соглашение о материальном обеспечении и денежном довольстве органов внутренних дел. Вот оно начало финансировать. В текущем году там еще одно соглашение по, значит, по правоохранительным направлениям. Реализуются мероприятия по софинансированию, они самые масштабные, вот о которых я говорю, средства, которые будут направлены на увеличение. Вот в таком ключе сейчас идет работа. Наверное, ну вот важно будет, если вы позволите, я, наверное, много очень говорю цифрами, но это тоже без них точно сложно. Текущий год, несмотря на отдельные ограничения, установленные решениями, ограничения, имею в виду, по ковиду, все-таки удалось провести там 63 мероприятия в области спорта, 9 мероприятий в области молодежной политики. Это достаточно тоже активная часть социальных расходов. Вот. В сфере образования мероприятий достаточно тоже широко. Если в объеме, в денежном выражении брать, то вот 15,3 миллиона. Естественно, нельзя забывать обо всем то, что прописано в бюджете. Профинансировано издание книг. Вот там на 5 миллионов рублей, 31 книга у нас. Ну и многие-многие такие
позиции прошли. Масштабный расход по выплате социальных пособий идет. Вот в этом году он немножко увеличен. За 8 месяцев 130 миллионов рублей направили по 14 категориям получателей. По сельскохозяйственной программе тоже у вас есть успехи. Законом о республиканском бюджете были приняты, значит, такие общие бюджетные ассигнования по развитию сельского хозяйства. И первый вице-премьер-министр сельского хозяйства об этом говорил. Это тоже элемент развития, это тоже вовлечение бюджетных средств, это тоже определение приоритетности в агропромышленном комплексе. Программа, емкость ее составляет 100 миллионов. На сегодняшний день принято решение комиссии, там комиссия очень солидная, внушительная, там, по-моему, 12 или даже более человек. Вот. На 41 миллион рублей принято решение. Средства тоже направлены на эти цели. Ну, они сейчас не все полностью используются, но по мере, значит, потребности Министерство сельского хозяйства их использует. Вот. Я коротко хотел бы сказать еще о такой важной позиции. Я сам о ней скажу. Сегодня мы до сих пор находимся на уровне отставания выплаты абхазской пенсии. Наверное, об этом вы знаете, да? Ровно на 1 месяц. Вот это стало результатом, конечно же, прошлого года. Да? Вот замедлились темпы экономики, показатели начали снижаться. К концу года мы вышли на задолженность в 2 месяца, к концу года. Сложно, очень-очень сложно было пенсионному фонду, несмотря на то, что республиканский бюджет очень активно помогает значит, бюджету, но все равно очень сложно. Вот на сегодняшний день задолженность составляет... кстати, по месяцу начисление идет от 95 до 96 миллионов рублей абхазской пенсии. Вот сегодня задолженность составляет 66 миллионов рублей. Но что произошло за этот период? В доход бюджета пенсионного фонда на 100 миллионов рублей поступило больше, чем вот в прошлом году. И это перекрыло 1 месяц. Это очень хорошо. В республиканском бюджете предусмотрены были на целый год деньги для поддержки пенсионного фонда в объеме 150 миллионов, 150,4 миллионов. Мы уже в июле, даже в июне месяце мы полностью эти средства направили, хотя должны были направить в течение года, для того, чтобы стабилизировать, удерживать ситуацию. До конца она все-таки не урегулирована еще. Вот я сказал, что существует задолженность там за август месяц. И подготовленные нами предложения о внесении изменений в республиканский бюджет этого года, еще раз повторюсь, при таком исполнении бюджета позволили внести предложение об увеличении поддержки пенсионному фонду еще на 20 миллионов рублей. Ну, вот этот механизм будет давать возможность. Кроме того, когда я говорил о консолидации доходов бюджета, ну, на наш взгляд, и не только на наш взгляд, это, наверное, аксиома, что уплата налогов и сборов, в том числе страховых платежей, это, ну, вот, должно стать безусловным. Безусловным. Сегодня, еще раз повторюсь, Министерство по налогам и сборам очень активно вовлечено в эту работу, да, и вот соответствующие результаты мы видим. Вот не должно быть перспективы такой, что надо уходить или там стать недобросовестным налогоплательщиком. Я вам приведу несколько цифр, они, наверное, очень интересны, будут внушительны. У нас задолженность по уплате налогов и сборов по стране составляет 947 миллионов рублей.
947 миллионов рублей. С одной стороны, конечно, это можно рассматривать, с одной стороны, как вот, безвозмездное, причем в отдельных случаях бессрочное пользование государственными деньгами. Задолженность числится. С другой стороны, в отдельных случаях есть и обязательства у государства перед плательщиками этих видов налогов. Сегодня на заседании Кабинета министров президент очень четко отметил о том, что налоги и сборы должны поступать своевременно и в полном объеме. Только это даст нам возможность двигаться в рост. Ну как это будет происходить? У нас создаются компании, которые должны платить налоги, платят, а вот здесь 947 миллионов рублей долг. Ну, миллиард практически, да? Вот. Глава государства сегодня обратил внимание на такой ресурсный налог, как земельный налог. Из общей консолидированной задолженности по налогам 15% составляет задолженность по земельному налогу. Но это высокий уровень. Причем земля у нас не всегда вовлечена полностью в оборот. Вот сегодня об этом говорили, он поставил задачу, что в этом значит, направлении активизировать работу. Ну, опыт многих стран показывает вот что. Компания, налогоплательщик, если у компании будет числиться задолженность, к примеру, условно, если исходя из наших налогов, по налогу на прибыль, по подоходному налогу, по налогу на добавленную стоимость и по земельному налогу, а на все это денег не хватает, прежде всего руководитель компании принимает решение погасить земельный налог, потому что есть угроза потерять право пользования землей. А если есть угроза потерять право пользования землей, значит, есть угроза потерять бизнес. Наверное, это правильно, на мой взгляд. Несомненно, ресурсные, имущественные налоги, они должны уплачиваться. Вот в этой связи я тоже хотел бы обратить внимание, что задолженность, она вот должна мобилизовываться и вот поступать в бюджет, и посредством потом, разумеется, перераспределяться на основные задачи и функции финансового обеспечения государства. Уважаемые коллеги, я понимаю, что очень много, наверное, еще вопросов, много тем актуальных, и так как министерство данное, от него зависит, ну, в общем-то, жизнедеятельность страны и граждан, можно рассказывать очень много интересного. Поблагодарим Владимира Валерьевича за исчерпывающие ответы. Спасибо вам, спасибо за приглашение. Несомненно, мы всегда готовы дать полную исчерпывающую информацию о результатах деятельности министерства, о исполнении бюджета как республиканского, так и любой административно-территориальной единицы, ответить на интересующие вопросы журналистов. Так что большое вам спасибо за заданные вопросы. Спасибо вам.